Здравствуйте, друзья. Юрий Бирк, Chicago Law Group, Advocate Lawyers Group. Я юрист Чикаго с опытом больше 30 лет. Советую пользоваться лицензированными адвокатами и не попадать в руки людей, которые не имеют лицензии. Сейчас мы обсуждаем такую очень интересную визу для тех, кто находится внутри Соединенных Штатов, называется U-виза, или те, кто пострадали от какого-то рода криминала внутри Соединенных Штатов, но сейчас находятся за границей, теоретически вы тоже можете въехать при правильной подаче. Что требуется для этого? Если вы являетесь жертвой криминала в Соединенных Штатах, Чет жакта жүргөндө дайыма туугандарың, досторуң менен байланышта бол. UPayNet аркылуу жакындарыңдын мобилдик капчыгын оңой, коркунучсуз толукта. Секунд аралыгы ири жана аз суммадагы акча жөнөтүүлөр. Америкадагы мобилдик эсебиңиз пайызсыз толукталат, а акча жөнөтүүгө минималдык комиссия. Түшүнүктүү интерфейс жана 24 саат бою 4 тилде колдоо. UPayNet менен алыстагы адамыңыз ар дайым жаныңызда. Акысыз азыр жибер. Промокод аркылуу биринчи төлөм бекер. И что я имею в виду, это такая, жестокий такой криминал, где, например, вы боитесь за свою жизнь, за свое существование, например, грабеж или драка, или что-нибудь такого типа. Да? Например, если ограбили вашу квартиру, пока вы в ней, вам полагается U-виза и грин-карта при правильных обстоятельствах. Если вы были не дома в то время, и вам угрозы никакой не было лично, то, скорее всего, вы не получите грин-карту в такой ситуации. Вот в чем разница. Теперь ко мне обращаются люди, которые, например, типичный грабеж на улице, например, или драка, или что-нибудь такого типа. Шантаж с угрозой тоже попадает в эту категорию. Это, пожалуй, единственное преступление такого рода, которое попадает туда. Все остальное такое более жесть. Теперь, что требуется? Полис-рапорт, контакт с полицией, жалоба в полицию. И требуется доказать, что у вас есть какие-то травмы в связи с этим. Травма либо психологическая, либо физическая. Если есть травма физическая, вы идете к врачу. Если есть психологическая, вы идете к психологу. Доказательства травмы прикладываются к вашему делу. И требуется полис-рапорт. И я должен получить некоторые документы, или другой юрист должен получить документ от полиции, который подтверждает, что вы выполнили все условия, которые вам выставила полиция или прокуратура. Например, если того человека, который совершил преступление, вызывают в суд, вы должны быть свидетелем, если вас попросили быть свидетелем. Если от вас хотят описание этого человека, значит, вы должны дать описание и так далее. Это не значит, что вы должны там как-то заниматься какой-то полицейской деятельностью, просто вы должны давать ту информацию, которую от вас просят. В таком случае вам дают грин-карту, в конце концов, и вы скажете, это очень интересно, как так, что можно получить грин-карту только потому, что я жертва. Вот так. Значит, дело в том, что считается, что иммигрант в Соединенных Штатах боится правоохранительных органов и боится давать какие-то показания. Если он боится давать какие-то показания, то, во-первых, он сам очень часто становится жертвой преступления. Преступники, например, в своих же сообществах понимают, что он никуда не пожалуется. Да? Или он жертва, и он не пожалуется чисто потому, что он боится, и таким образом правоохранительные органы не будут иметь возможность словить этого преступника и не будут иметь возможность защитить, например, правильно защитить жертву, которая является мигрантом. В связи с этим специально издали закон, который защищает иммигрантов, дает им право получить грин-карту, то есть инициатива получить грин-карту, если они помогают правоохранительным органам делать свою работу. Это не значит, что этого преступника должны словить. Есть много случаев, где его никогда не ловят. Но сам факт, что есть полис-рапорт, и есть преступление, и есть жертва, которая дала показания, дает право этой жертве получить грин-карту. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Процесс длинный, но работает хорошо, есть право на работу. И также сама подача на эту визу очень часто бьет процесс депортации. Значит, даже если вы попали в депортационный процесс, например, проиграли дело по убежищу или что-нибудь такого типа, то
Этот процесс дает вам право получить грин-карту независимо от вашего иммиграционного статуса, даже если ваш иммиграционный статус является нулевой или в депортации. Те из вас, которые были в Соединенных Штатах и уехали за границу, но, будучи в Штатах, потерпели какого-то рода криминал и можете доказать это через полис-рапорт, вы имеете право потенциально въехать обратно в Соединенные Штаты с этой визой, либо уже с грин-картой. Обращайтесь к профессионалам. Если с вами что-то случается, желаю, что нет, но если с вами что-то случается, обязательно получайте полис-рапорт, полицейский репорт, да? Обращайтесь в правоохранительные органы, не запускайте это, и также обращайтесь к юристам. Всем спасибо за внимание, всем желаю удачи. Адвокат Юрий Бирк.